Раннее утро 18 мая 1925 года. Карелия. 5 мужчин рубят лес примерно в 5 километрах от лагеря. Их охраняют 2 вооруженных красноармейцев. Карты у беглецов нет. Есть маленький компас и 6 червонцев на всех. 60 рублей. Примерно месячный заработок рабочего того времени. Их скопили за месяцы подготовки. Мужчины ждут. Сначала нужно пропустить утренний товарный поезд. Мы рубили лес до 8 часов утра. Именно в то время проезжает товарный поезд, следующий с Попова острова в Кемь. Нас могли заметить из окон вагона. Поэтому бежать в это время было бы очень опасно. Все это происходит не на Соловках, а на материке, возле Кеми и Попова острова. Отсюда до Финляндии можно было идти через леса, болота и реки, не пересекая Белое море. Чтобы понять, как один из этих 5 оказался здесь, нужно вернуться на 2 года назад, на Кавказ. Вы слушаете подкаст «Фортанги». Сазирко Артаганович Мальсагов родился в 1895 году в селении Альтиево-Назрановского округа Терской области, на территории современной Ингушетии. Он получил военное образование, служил офицером, воевал в Первую мировую. После революции Мальсагов участвовал в вооруженном сопротивлении советской власти на Северном Кавказе, в рейдах, засадах и отступлениях через горы. В 1922 году советская власть объявила амнистию для бывших противников режима. Мальсагов поверил. Я до сих пор не могу понять, как я, лучше, чем кто-либо другой, знавший цену большевистским обещаниям, ведший борьбу с советской властью не на жизнь, а на смерть, мог поверить в добрую волю людей, которые всегда лгали. Я заплатил за мою непростительную глупость своими страданиями в Соловецкой тюрьме. В апреле 1923 года 27-летний Мальсагов сам пришел в ЧК в Батуми. Он поверил объявленной амнистии и думал, что возвращается к мирной жизни. Но на допросе напротив него оказался 17-летний следователь. Мальчишка на 10 лет младше, уже наделенный властью решать, кому жить, а кому умереть. Мальсагов молчал. Той же ночью началась новая часть допроса. Меня и еще 3 заключенных вывели на расстрел во двор тюрьмы. Один из узников был убит в 2 шагах от меня. Второй тоже рухнул замертво. Третий упал, истекая кровью. Затем крикнули мне: «Теперь твоя очередь». В оцепенении я стоял рядом с телами моих спутников. Почти касаясь моей головы, дулами пистолетов чекисты кричали мне: «Признавайся». Я молчал. В Мальсагова не выстрелили. По его свидетельству, убийство 3 заключенных у него на глазах должно было заставить его признаться в предъявленных ему обвинениях. 30 ноября 1923 года его приговорили к 3 годам заключения в соловецких лагерях. В постановлении ему вменяли организацию террористических актов, сотрудничество с иностранцами и шпионаж в пользу так называемой международной буржуазии. Так звучало официальное советское обвинение. После тюрем Батума, Тифлииса, Владикавказа и Грозного его отправили на север, в Кемское подразделение Соловецкого лагеря. Соловецкий лагерь особого назначения был создан в 1923 году. Острова выбрали не случайно. Белое море вокруг превращало их в естественную тюрьму, а бывшие монастырские постройки позволяли разместить 1000 заключенных и использовать их труд. К моменту официального открытия в лагере уже находилось около 3000 человек. Условия Мальсагов описывал предельно конкретно. Первым испытанием был сильный голод. Заключенным выдавался следующий паёк: 1 картошка на завтрак, картофельные очистки, сваренные в воде, на обед, и 1 картошка на ужин.
Ни кусочка хлеба, сахара, не говоря уже о мясе или масле. От голода люди ели кору деревьев. На бумаге заключенным полагались хлеб, сахар, масло, табак и небольшая оплата за тяжелый труд. Но эти продукты и деньги до них не доходили. Их присваивала администрация. Горячую пищу давали дважды в день, воду с испорченной рыбой и кашу без масла. Но голод был только частью лагерного режима. Принудительный труд сам превращался в форму наказания. Выходных не было. Болезнь, старость и слабость не освобождали от труда. За первый отказ больного могли отправить в штрафное отделение. За повторный – расстрелять. Зимой заключенные валили лес, стоя по колено в снегу, без рукавиц и нормальной обуви. Падающие стволы иногда убивали на месте. Пока бригада не выполняла норму, ее не пускали обратно в лагерь. Работа начинается в 6 часов утра и продолжается до 8 часов вечера. Летом же нас нередко заставляют работать до 12 часов ночи и даже еще позже. Жизнями заключенных распоряжалась администрация, почти не ограниченная никакими правилами. Наказать могли не только за отказ работать, но и за жалобу, письмо родным или поступок, не понравившийся сотруднику лагеря. Одним из главных лиц этой системы и первым начальником Соловецкого лагеря был Александр Ноктев. От его решения зависело, кого отправят на тяжелые работы, кого в штрафное отделение, а кого на расстрел. Судьба заключенных на Соловках всецело находилась в его руках. Он был малограмотен, пьян и довольно глух, с резко выраженным жестоким лицом. Во всех лагерях его знали под прозвищем «Палач». За этим прозвищем стояли конкретные убийства. Зимой 1923 года больше 1000 политических заключенных устроили каток. Это не было запрещено лагерной администрацией. Но однажды несколько групп узников начали петь революционные песни. Администрация потребовала прекратить пение, но заключенные не подчинились. Тогда Ноктев прислал взвод вооруженных красноармейцев и приказал открыть огонь без предупреждения. 9 человек, включая 3 женщин, погибли. Многие были ранены. После расстрела заключенные объявили голодовку и потребовали расследования. Но комиссия заявила, что Ноктев действовал в порядке самообороны. Наказание он не понес и власть над лагерем сохранил. В лагере существовала целая система наказаний. Их применяли за отказ от работы, неповиновение, жалобу или слова, которые администрация считала оскорбительными. Но поводом могла стать и личная неприязнь сотрудника лагеря. Секирка! На комаров! Каменные мешки! Расстрел! Секиркой называли штрафное отделение, устроенное в бывшем монастырском поселении на Секирной горе. Туда отправляли не на несколько суток, а на срок от 2 до 6 месяцев. Заключенный получал около 200 граммов хлеба и кувшин холодной воды в день. Помещение не отапливалось. Двери и окна закрывали наглухо. Как правило, когда срок наказания подходит к концу, арестант превращается в насквозь промерзший труп. В редких случаях с секирки возвращается полумертвый скелет. Зимой заключенных уничтожали холодом. Летом применяли другое наказание – на комаров. Человека раздевали, ставили на камень возле комендатуры и заставляли стоять неподвижно. Отгонять насекомых запрещалось. За движение угрожали каменным мешком или расстрелом. В северных болотах комары особенно многочисленны и агрессивны. Комары покрывают тело страдальца толстым слоем. Пытка длится несколько часов. Когда наказание заканчивается, тело жертвы превращается в огромную язву от ядовитых укусов насекомых. Заключенные послабее погибают, а те, кто посильнее, еще много недель после наказания не в состоянии ни сесть, ни лечь. Каменными мешками называли тесные каменные ниши в монастырских постройках.
Внутри человек не мог выпрямиться, сесть или лечь. Чекисты подводили заключенных к мешку и спрашивали: «Как ты хочешь влезть туда? Вниз головой или вниз ногами?» Если арестант влезает в мешок вниз головой, то его бьют толстыми дубинками по спине и ногам. Если он предпочитает вниз ногами, его колотят по голове и лицу. Избиение продолжается до тех пор, пока все тело целиком не войдет в мешок. В таком положении заключенный мог провести несколько дней. Кормили также хлеб и холодная вода. И для такого наказания вообще не обязательно было нарушать лагерные правила. Если чекисту не нравится ваше лицо, если кто-то увидел, что вы тайком помолились, если вы поведали в письмах к родственникам о своей тяжелой судьбе, секирка и мешки распахивают для вас свои страшные объятия. Опасность исходила не только от охраны. Администрация сталкивала политических заключенных с уголовниками и позволяла им грабить новоприбывших. У человека могли отнять одежду, продукты, посылку из дома. Жалоба не помогала, а иногда стоила жизни. Пожаловавшегося могли убить сами уголовники. На контрреволюционеров перекладывали самую тяжелую и унизительную работу, вплоть до очистки нар от грязи и вшей. Даже возвращение в барак не означало отдыха. В одном бараке было одновременно душно и холодно. Ветер шел сквозь стены и крышу, но из-за тесноты почти нечем было дышать. В бараке помещается от 200 до 300 человек, а иногда число заключенных доходит до 700. На нижние нары беспрерывно падают сверху вши, крошки хлеба и плевки. Поэтому за верхние нары люди дрались. Заболеть на Соловках означало остаться почти без помощи. Больница не отапливалась, больные лежали на голых досках и получали тот же голодный паёк. В больнице нет ни лекарств, ни белья, ни мыла. Зубы вырывают обыкновенными кузнечными клещами. Контрреволюционеры и политические заключенные боялись соловецких больниц, как чумы. Если они заболевали и не могли вылечиться домашними средствами, то умирали в бараках, умоляя не отправлять их в больницу. Для женщин лагерь означал особую форму зависимости. Администрация распоряжалась не только их трудом и едой, но и телом. Возможность получить немного больше еды или избежать самых изнурительных работ превращалась в инструмент принуждения. Отказ мог лишить женщину последних средств к существованию. Выбор был не между подчинением и свободой, а между подчинением и медленной смертью. Каждый день 25 женщин назначаются для обслуживания частей охраны. Выбирают обыкновенно самых молодых. Женщины, отказывающиеся принять улучшенный паёк, очень скоро умирают от недоедания или туберкулеза. Даже конец назначенного срока не означал свободы. Судьба человека оставалась в руках той же системы. Срок могли продлить, заключенного отправить в новую ссылку или оставить в лагере на неопределенное время. 3-летний приговор Мальсагова мог превратиться в пожизненное. Ужасающая мысль о том, что осужден он пожизненно, и после Соловков его обрекут на новые страдания, приводит несчастного узника к убеждению, что эти бесконечные и беспросветные мучения должны быть раз и навсегда прерваны при помощи бегства. Но удачный побег с Соловков — это невероятное чудо, ниспосланное судьбой благосклонной всего лишь к нескольким счастливчикам из десятков тысяч простых смертных. Но между решением и свободой оставалось почти непреодолимое препятствие — Белое море. Шанс появлялся только у тех, кого держали на материке. До Мальсагова и его товарищей другие уже пытались бежать. Одних ловили. О судьбе других, пропавших в Белом море или северных лесах, ничего не было известно. Но именно побег Мальсагова считается первым известным успешным побегом из Соловков. Мысль о побеге не оставляла Мальсагова еще в тюрьмах Батума, Владикавказа и Грозного. В лагере он начал осторожно выяснять, возможен ли побег вообще.
Любой вопрос мог стоить жизни. Среди заключенных были осведомители ГПУ. Мальсагов решил сразу. Бежать нужно не вглубь России, а за границу. Внутри страны чекисты рано или поздно нашли бы его, а путь до Кавказа был слишком долгим. В феврале 1925 года в лагерь прибыл Юрий Бессонов, бывший капитан лейб-гвардии Драгунского полка. Не прошло и 2 дней, как он сам спросил Мальсагова. «Что вы думаете о побеге? Я собираюсь скоро отсюда уйти». Мальсагов насторожился. Он решил, что Бессонов может быть агентом, и ответил, что бежать не собирается и вполне доволен своим положением. Только позже, узнав его ближе и убедившись, что тот уже однажды бежал из другой тюрьмы, Мальсагов решился довериться ему. Бессонов договорился с Мальбродским и Сазоновым. Почему именно он выбрал Сазонова, Мальсагов в книге не объясняет. Но роль Мальбродского была очевидна. У него был компас. Еще в минской тюрьме он спрятал его в куске мыла и так провез в лагерь. Карты у беглецов не было. Они знали лишь одно — Финляндия находится на западе. Поэтому компас мог решить исход всего побега. Единственный шанс на побег появлялся у тех, кого выводили на внешние работы за лагерную ограду, под конвоем. Заключенные рубили лес, осушали болота, чинили дороги и железнодорожные пути, грузили бревна, камень и припасы. Такие партии обычно состояли из 5-12 человек. Незадолго до побега Мальсагову поручили составлять списки отправленных за пределы лагеря. Но была сложность. Его самого давно подозревали в намерении бежать и старались не выпускать за проволоку. Я столкнулся с трудной задачей составить список с включением в него нужных нам людей, а также с внесением туда своей фамилии. На Мальсагове была техническая часть побега. Всю группу надо было собрать вместе, но они числились в разных подразделениях. Любая слишком заметная перестановка могла выдать план. Требовалось хотя бы 5 человек, и Мальсагов вписал кубанского казака Приблудина. Сознательно. Но о побеге не предупредил. Он рисковал. Приблудин мог испугаться, поднять шум или отказаться в последний момент. К утру 18 мая список был готов. Но администрация едва не разрушила весь план. Группу Мальсагова отправили не в лес, а на Попов остров мыть солдатские бараки. Оттуда бежать было невозможно. А рядом находился чекист Мясников, давно подозревавший Мальсагова. Если бы Мясников заметил подмену, план закончился бы еще до выхода из лагеря. В лес в тот день должна была идти другая группа, заключенные в лохмотьях и лаптях. К дороге люди Мальсагова готовились заранее, починили одежду и обувь. Нужно было уговорить чужую группу поменяться с ними и так, чтобы охрана ничего не заподозрила. После минутного раздумья я подошел к заключенным из 6-й роты и сказал: «Ребята, да вы же просто окоченеете в лесу в своих лохмотьях. Вам бы лучше отправиться в бараки». Но поменяться местами нужно было еще и незаметно для Мясникова. На наше счастье, как раз в этот момент Мясникова куда-то вызвали, и я, подведя нашу группу к охране, сказал: «А теперь, товарищи, идем работать в лес». Никогда еще мое сердце не билось так сильно, как в ту минуту. Группу вывели рубить лес примерно в 5 километрах от лагеря. Рядом проходила железнодорожная линия, по ней возили заключенных, охрану и грузы. Бежать можно было только после того, как удастся обезоружить 2 конвоиров. Этот момент обсудили заранее и решили дождаться утреннего товарного поезда. Пока состав шел рядом, нападать было слишком рискованно. Их могли заметить из вагонов. Когда поезд пройдет, Бессонов подаст условный знак. Когда поезд скрылся из виду, Бессонов поднял свой воротник. Это и был тот самый знак. Мы сзади подкрались к солдатам, и нам сразу же удалось разоружить одного из них. Второй смог оттолкнуть Мальбродского и Сазонова, которым было поручено обезвредить его. Он поднял дикий крик.
Я ударил красноармейца сбоку, и он упал. Оба конвоира были обезоружены. Теперь предстояло решить, что с ними делать. Я высказался за расстрел обоих солдат. Они были коммунисты и служили в войсках ГПУ. Но Бессонов убедил меня в ненужности этого, поскольку акт мести в данной ситуации не принес бы никакой пользы, и от него ровным счетом никто не остался бы в выигрыше. С конвоиров сняли ботинки. Впереди был долгий путь через леса и болота. Одну пару надел Бессонов. Его собственная обувь для такой дороги не годилась. Солдат отпустили в лес. Только тогда Приблудин понял, что остальные готовили побег. В этот момент кубанский казак от неожиданности повалился на землю, простер к нам свои руки и сказал: «Братцы, не убивайте, мы успокоили его. Чего ради ты поднял такой шум, дурень? Никто и не думает тебя убивать. Если ты вернешься в лагерь, расстрел неминуем. Идти с нами дело рискованное. Если хочешь, можешь идти на юг, на свою родную Кубань. Мы обойдемся и без тебя. Так что поступай, как знаешь». Казак пошел с нами. После разоружения конвоиров началась дорога, для которой у них не было ни карты, ни надежного маршрута. 5 уходили на запад, ориентируясь только по компасу. Впереди были леса, бесконечные болота и территория, которую уже прочесывали отряды ГПУ. В течение первых дней мы шли без остановок целые сутки. Дорог не было. Мы шли по влажной почве, покрытой густым, низким слоем растительности, и по бесконечным болотам. Бессонов, который сам утвердил себя в роли безжалостного диктатора, потрясал винтовкой перед носом каждого, кто останавливался хотя бы даже на минутку, и грозился убить его на месте. Тогда он казался нам жестоким, но теперь я понимаю, что беспощадная настойчивость нашего диктатора в значительной мере определила успех нашего побега. Примерно в 16 километрах от деревни беглецы встретили 2 карелов. Те испугались людей в лагерной одежде, но не выдали их. Они предупредили: по следу идут 10 чекистов с собаками, а реку патрулирует катер с 6 военными. Карелы сказали, что вся республика оповещена по телефону о том, что с Соловков бежали 5 человек. За поимку каждого беглеца обещано 10 пудов муки. 10 пудов – это почти 164 килограмма. И столько обещали за каждого. За всех 5 больше 800 килограммов муки. Несмотря на это, карелы дали беглецам 2 каравая хлеба и махорку. Мальсагов заплатил им 3 рубля. Почему они не выдали 5 незнакомцев, он не объясняет. Перед расставанием те же карелы посоветовали зайти на молочную ферму неподалеку. Подходить к ферме сразу они не решились. Почти 2 часа они наблюдали за домом из леса. Ничего подозрительного не происходило. Бессонов и Мальсагов подошли к двери. Бессонов открыл дверь, и когда он уже собрался переступить через порог, раздался его дикий вопль: «Красные!». Распахнув дверь, Бессонов увидел 3 прямо на него наставленные винтовки. Будучи на редкость хладнокровным человеком, он и в этой ситуации не утратил самообладания, быстро захлопнул дверь и начал стрелять сквозь нее. Внутри было 3 вооруженных красноармейцев. Беглецы не знали, засада это или случайная встреча. Вступать в открытый бой было бессмысленно. Их было меньше, а погоня могла появиться в любую минуту. Мы решили отойти в лес. Но для этого нужно было пройти мимо в окна, и чекистам ничего не стоило перестрелять нас оттуда, как куропаток. Бессонов занял позицию рядом с конюшней. Я стоял на другом конце с винтовкой наготове. Они приготовились перебежать к лесу одновременно. Через некоторое время мы сами себе отдали команду, покидая наши посты. «Бегом, марш!» И были уже почти у леса, когда к берегу подплыл катер с 6 солдатами на борту.
Красноармейцы, что находились в доме, повыпрыгивали из окон в противоположной стене, смотрящей на реку. Я больше не видел в перестрелке никакого смысла. Однако Бессонов стрелял по катеру. Солдаты высадились на берег и бросились к лесу. Откуда ни возьмись, появилась другая лодка, заполненная плачущими женщинами и детьми из семей карельских рыбаков. Мы не могли подвергнуть их опасности и поспешно скрылись в лесу. Путь им преградило большое озеро. Беглецы прошли вдоль берега около 16 километров, надеясь найти обход или лодку. Но вода тянулась дальше, а возвращаться было нельзя. Тогда Сазонов, выросший вблизи водоема, смастерил несколько необычных маленьких плотов, связывая планки чем попало. В ход было пущено все, что имелось под рукой: ремни винтовок, рубахи, пояса. После этого он перевез нас на противоположный берег. За озером снова начались болота. Хлеб закончился. Более 4 дней мы ничего не ели, а только лишь курили. На 4-е сутки голода они решили рискнуть и выйти к людям. Пройдя около 20 километров, беглецы увидели деревню на другом берегу озера. На их крик приплыл рыбак. Хлеб у него был, но добраться до него они не могли. В деревне уже стояли чекисты, отправленные на поиски. Пришлось снова уходить в болото. Под непрерывным дождем они вышли к деревянной тропе, проложенной над топью. Она привела к маленькой пустой избушке. Еды внутри не было. Пока остальные пытались развести огонь из мокрого хвороста, Бессонов пошел осмотреть окрестности. Рядом с избушкой Бессонов нашел склад, оставленный для сезонных рабочих. Внутри лежали сотни караваев хлеба, мешки крупы и соли. Продовольствие завозили зимой, пока замерзшее болото еще можно было пересечь. Беглецы остались в избушке. Впервые за много дней поели и восстановили силы. Они не уходили, пока от запасов не осталось по 5 буханок на каждого. Этот хлеб они взяли с собой и снова двинулись на запад. На узкой лесной тропе беглецы заметили свежие следы солдатских ботинок и окурок. Значит, здесь недавно прошел вооруженный отряд. Сазонов и Мальбродский настояли немедленно сойти с тропы. Но впереди оказалась река. 3 часа они искали брод. Безуспешно. На 4-е сутки голода они решили рискнуть и выйти к людям. Вскоре следов стало больше. Беглецы решили, что граница уже близко, и осторожно пошли дальше. В то время, когда наш отряд огибал небольшую возвышенность, из-за большой скалы посыпался град пуль. Это оказалось настолько для меня неожиданным, что я остановился как вкопанный. 50 или 60 выстрелов были сделаны чуть ли не в упор. Мы видели вспышки от выстрелов, но никого из нас даже не задело. До нас стало доходить. Засаду устроили по обеим сторонам тропинки. Нас укрыл густой лес. Мы разбежались в разные стороны и затерялись среди деревьев. Стрельба продолжалась долго. Возможно, мы напоролись на советский пограничный отряд. После обстрела группа разбежалась по лесу. Некоторое время они искали друг друга, не зная, уцелели ли они. Когда собрались вместе, выяснилось, никто не ранен. После засады впереди снова оказалась та же река. Широкая и быстрая, без видимого брода. Возвращаться туда, где стреляли, было нельзя. Оставалось одно — переплыть. Сазонов благополучно переплыл на противоположный берег. Мальбродский ушел под воду и стал тонуть. Сильным течением его понесло вниз. Я с трудом вытолкнул Мальбродского на берег. Меня самого отнесло на несколько ярдов ниже, и я уже начал захлебываться, когда догадался приставить ствол своего ружья ко дну и таким образом удержаться на поверхности. Мы не знали, как поступить. У нас совсем не осталось сил. Несколько раз мы опрометчиво бросались в воду, и каждый раз, вконец измученные, возвращались на берег.
Тогда Сазонов вновь продемонстрировал нам свое мастерство и умение преодолеть любое течение. Каждого из нас он по очереди переправил на противоположный берег на собственной спине. Это было в 3 часа утра 15 июня 1925 года. Все 5 лежали на другом берегу, обессиленные, промокшие насквозь. Руки дрожали от холода, патроны отсырели, хлеб закончился. Позади остались засада и пограничная река. Впереди был тот же северный лес, и ни одного доказательства, что они уже спасены. Они надеялись, что перешли границу. Но подтверждения у них не было. Даже после переправы они еще 8 дней не знали, спаслись ли. Через 2 дня Бессонов застрелил оленя. Единственный сухой патрон оказался у него. Изголодавшиеся, они набросились на мясо и съели слишком много. Организм, истощенный долгим голодом, не выдержал. У всех началось тяжелое расстройство желудка. Несколько дней они почти не могли двигаться. Вокруг были те же леса, болота и редкие поселения. По обе стороны границы люди говорили на похожих языках, а беглецы не понимали ни карельского, ни финского. Они заходили в дома, пытались объясниться жестами и все равно не могли понять, где находятся. Оставалось идти на запад, опасаясь в любую минуту снова увидеть отряд ГПУ. Постепенно вокруг стали появляться признаки другого мира. Более ухоженные дома, лучше одетые рабочие, пачка сигарет с надписью не на русском языке. Но поверить в спасение они все еще боялись. 23 июня беглецы вышли к большой реке. На другом берегу рабочие готовили лес к сплаву. После долгих колебаний беглецы позвали их и попросили прислать лодку. Из ответа рабочих им, наконец, удалось понять: Советский Союз остался позади. В течение нескольких мгновений мы не могли вымолвить ни слова. К нашей радости примешивалась усталость. Казалось, последние силы внезапно оставили нас. Этот незабываемый момент Бессонов зафиксировал в своем дневнике только одним словом – Финляндия. Но слово «Финляндия» еще не означало свободы. Местные жители накормили беглецов, а затем их обыскали и под конвоем отправили в Коусама. Финские пограничники не знали, кто перед ними – люди, действительно бежавшие из советского лагеря, или агенты, намеренно перешедшие границу. На следующее утро начался допрос. Общего языка почти не было. Объяснялись жестами, показывали маршрут на карте, пытались говорить по-немецки. Их не вернули через границу, но рассказ еще предстояло проверить. У их казармы поставили часового. После 36 дней лесов, болот, голода и погони они почти без перерыва ели и спали. Кашевар приносил им бак, рассчитанный на целый взвод, и 5 опустошали его до дна. Через 2 часа снова хотелось есть. Из Коусама группу отправили в нынешний Хельсинки. Это были уже не советские камеры. Там было чисто, хорошо кормили и обращались по-человечески. Но после всего пережитого сама невозможность выйти на улицу давалась тяжело. Около месяца контрразведка проверяла их показания. Бессонов сумел связаться с русскими эмигрантами, и знакомые подтвердили его личность. Рассказ о побеге признали правдивым, и только тогда беглецов освободили. В Финляндию они пришли вместе, но после освобождения их пути разошлись. Юрий Бессонов в 1926 году покинул Финляндию. В Париже он выступал с рассказами о Соловках, а в 1928 году опубликовал книгу «26 тюрем» и «Побег с Соловков». О дальнейшей судьбе Сазонова, Мальбродского и Приблудина известно гораздо меньше. Подробных сведений об их последующей жизни почти не сохранилось. История, начавшаяся как путь 5, дальше остается прежде всего в книгах 2 из них. После освобождения Мальсагов получил документ беженца и переехал в Ригу. Уже в конце 1925 года
Его свидетельство стало выходить в рижской эмигрантской газете «Сегодня» под заголовком «Соловки. Остров пыток и смертей». А в 1926 году в Лондоне вышло отдельное английское издание «An Island Hell» — «Адский остров» в переводе Фрэнсиса Гамильтона Лайона. Книга стала одним из первых подробных свидетельств о Соловецком лагере, опубликованных за пределами Советского Союза. После спасения Мальсагов считал своим долгом рассказать о тех, кто остался внутри лагерной системы. Побег спас Мальсагова, но навсегда разлучил его с семьей. Он больше никогда не увидел ни жену, ни дочерей. Его жена Леби осталась в Альтиево, в родовом селении Мальсаговых, с 2 маленькими девочками — Раисой и Мадиной. Она была еще молода, но замуж больше не вышла. Когда братья попытались устроить ее новый брак, Леби отказалась. Она сказала, что муж жив и однажды вернется. Эту веру она передала дочкам. Мать внушала девочкам: отец обязательно придет домой, и к его возвращению они должны стать достойными, образованными людьми. В семье жили так, будто Мальсагов по-прежнему незримо наблюдает за дочерьми и однажды переступит порог. Но годы шли. В 1944 году Леби и ее дочерей вместе со всем ингушским народом депортировали. 12 лет они провели на положении спецпереселенцев. Мальсагов сумел вырваться из лагеря. Его жена и дочери спустя 19 лет сами оказались в принудительной ссылке. После возвращения из депортации Мадина стала врачом, а позже — главным врачом одной из поликлиник Грозного. Когда она попыталась восстановить переписку с отцом, ее негласно уволили. Даже спустя десятилетия связь с человеком, бежавшим из советского лагеря, оставалась опасной. В 1963 году Мальсагов писал Мадине, что главное желание оставшейся жизни для него — вернуться в Альтиево, умереть на родной земле и лечь рядом с предками. Вернуться в Альтиево он так и не смог. Мальсагов умер в Англии в 1976 году. Его дочь Мадина прожила до 2017 года. Она почти на 40 лет пережила отца, которого последний раз видела ребенком. На родовом кладбище в Альтиево стоит его кинотаф — символическая могила человека, которого похоронили в Англии. Потомки сохранили его письма, перевели воспоминания и восстановили историю побега. 36 дней пути, болото, голод, облавы, перестрелки и реки, в которых они чуть не утонули. Из 5 беглецов ни один не погиб и не был пойман. Но для Мальсагова собственное спасение не стало концом истории. Он считал, что теперь обязан рассказать о тех, кто остался за лагерной оградой. Видно, Богу было угодно спасти нас, выведя из густых болотных зарослей, чтобы мы засвидетельствовали перед всем миром. Священные пределы Соловецкого монастыря превращены нечестивым правительством в места неизбывных мук.